что, Геннадий? Давай. Хорошо учись, пятерки принеси. Попытаюсь. Попытаешься? До свидания. До свидания. Все, пока-пока. Ну что, друзья, доброго утра всем. Отправили ребенка в школу. Специально дождался, хотел выехать с раннего утра на рыбалку. Сегодня у нас 3 декабря. За бортом температура минус 8 градусов. Почему ребенка вожу в школу? Да потому что до сих пор наш поселок разгребает последствия того урагана, той метели. Дворовые территории до сих пор не почищены. Почищена только центральная улица. Вот, никакой таксер не хочет заезжать, приходится ребенка в школу возить самому. Ну, если меня нету, я на рыбалке возит сосед. Вот Генка, как раз одноклассник у Генки, это соседский ребенок. И они все в паре как бы ходят в одном классе нормально. То у Егора отец привезет, то я отвожу, привожу. Ну, в общем, как получается. Друзья, выезжаем на рыбалку. Время у нас уже 8:22. Так что увидимся в деревне. Пересаживаемся на наш ураган. И на всех парах едем проверять палки. Погнали. Я могу поступать информацию о том, что я использую вторичную переработку. Как мы видим, привезли очередную партию мусора на наш полигон мусорный, так называемый, делаем потише, который располагается в 100 метрах от ручья, который впадает в Печору. Вот он ручей. Вот он здесь вот протекает вот ручей, который впадает в Печору. И рядом в 100 метрах просто устроили мусорный полигон, туда свозят мусор. Нормально? Весной вся эта гадость потечет в нашу Печору. А потом еще удивляемся, почему у нас нет рыбы. Одно, другое, третье. Дорогу почистили. Это уже хорошо, это уже радует. Центральную дорогу хотя бы почистили, вон. Нормально. Скоро мы будем в нашей деревне. Ну вот мы и в родной деревне. Наш ураганушка завелся с полпинка. Накормили бензинчиком его. Сегодня он у меня чистенький, потому что я его накрывал. Типа старого одеяла такое. Взял с собой еще одеяло, чтобы... А то весь снег, который попадает на тросик, замерзает. И получается, замораживает тросик и бывает заедает. В общем, едем налегке. Пешня с лопатой у меня там все. Взял только ведро большое, ведро маленькое. Термос чаю попить. Успел уже почистить снег. Трактор, который прошелся вдоль деревни, просто наворотил огромную бровку. И как бы вот там вот прочистил тоннель целый. Но сегодня вечером придется его расширить, чтобы могла проехать машина. Потому что у меня вот один прицеп, вот второй прицеп завалило все снегом. Это надо все будет вывозить в райцентр. Потому что в течение зимы мне еще прицеп не раз пригодится, чтобы перевозить это нашего урагашку. В общем, все готово. Едем. Сегодня мы управились более-менее быстро. Сейчас, наверное, где-то часиков не 10, не больше. Так что сегодня, надеюсь, постараемся успеть все сделать по-светлому. Вот такой вот тоннель пришлось мне почистить. И сегодня надо будет его расширить так, чтобы моя Нивушка могла здесь заехать. А тут молодцы, вон, прочистили проселочные дороги. В этом году уже второй раз. Иначе было бы не проехать. Сами видели, как в прошлый раз пришлось выезжать. Все, погнали. Братан сегодня никуда не поехал.
Опа! Ага. По той дороге, что я в прошлый раз сделал, уже вон и лошади ездят, и бураны, в общем. А нет, лошадь туда поехала. Все, буранку докатали. Теперь дорога есть нормальная. Все, погнали на всех парах. Так, вот мы на реке. Как мы видим, вот здесь почему-то течением открыло весь берег метров на 70, наверное. То есть между островом и берегом все открыто, идет течение, открытая вода промыла. А мы тут, нам надо добраться до острова. Ездили ниже. Вот. Сейчас мы попробуем. Блин, буранки-то плохо вижу. Сейчас глянем. Глянем. Ух ты! У нас здесь снегу нахерачило, блин. Вот это навалило. Сейчас посмотрим, сколько воды на реке. Песня, лопата, все у нас там, так что идем так. Надеюсь, хоть немножко это все подмерзло дело. Да, немножко подмерзло. Так что нормально. Сейчас выезжаем, по буранке едем до первых палок. И там тоже пройдусь, если можно. Проедусь, сделаю дорогу на урагане. Сделаю буранку, чтобы легче было ходить. Иначе ползать вот так вот по пояс в снегу, это не есть гуд. Очень много времени теряется и очень много сил. Так что надо топтать тропу. Сегодня ожидается похолодание, пока минус 8 градусов. К вечеру уже будет до минус 20. И дальше 3 дня что-то там до минус 25, до минус 27. Это с одной стороны очень хорошо. Но не знаю, промерзнет ли река под толстым слоем снега. Но будем надеяться. Ну, а пока поехали, посмотрим, получится ли у нас доехать до палок. Повалил снег. Но на этот раз хотя бы он без ветра. Он падает, полный штиль. Мягкая такая погода, но это скоро все очень быстро может измениться. Погнали. Все, некогда поискать ершей половить. О, кто-то бегал. Так, буранки вообще не вижу. Все. Дальше буранки не вижу. А вон немного видно. Надо бы веточками отметить, где постоянно езжу. Где-то видно, где-то не видно вообще. Так, ну вот. До песка мы доехали. Так, мы сейчас на берегу. До песка мы доехали. Сейчас нам главное попробовать пробиться к нашим палкам. Так, вот.
попробовать так? Не, лучше проверить. Если много наледи, врюхаемся, мало не покажется. Если вода хоть немного упала, то это хорошо. Ну, вроде более-менее сухо. Снизу, конечно... А, нет, сыро, друзья, сыро. Но все равно надо это дело все протоптать, чтобы это все замерзло. Вдоль палок вот так вот проехаться, чтобы это все замерзло. Ох ты, валится. Ну, поедем, потому что там дальше ходить невозможно. Провалимся, так провалимся. Ну, в смысле не под лед, а в наледь. Потому что надо топтать дорогу, чтобы это все замерзло, чтобы получилась тропинка нормальная. Крутанемся. Надеюсь, сильно в наледь не врюкаемся. Если по верху пройдемся, это все будет подмерзать. Вот. Риск есть, конечно, потому что нижний лед тонкий, но будем надеяться, что до нижнего льда не провалимся. Аккуратненько, так потихоньку, без особого фанатизма. Прокатимся вдоль палок. Вдоль палок, в принципе, мы натаптывали. Оно должно немного держать. Вот они, наши палки. Одна в стороне. Вот та палка, где мы налима взяли. В принципе, старые следы видать, где я проваливался. Вон, видно по колено. В принципе, где человек прошел, ураган проедет. Сейчас мы сделаем тропинку. И дальше будет нормально. Вон на каком расстоянии. Здесь находятся палки далеко друг от друга. Я специально так ставил, чтобы найти тропу налима, но что-то пока у меня не получается. О, выдра бегала. Чувствую, что ураган едет по наледи, по воде сзади. Вот тут вот очень глубокий снег был, просто выше колен даже. Сейчас мы попробуем здесь топтануть. А снизу очень много воды было. Вон. Главное, чтобы сюда он не утонул. Галимая вода снизу. Просто вода. Просто вода. Ну, топтать надо. Вот на таком расстоянии, друзья, у меня находятся палки друг от друга. Вот самое опасное начнется здесь. Так вот попробуем объехать, потому что там дальше была полыня. Так, нормально. Вот, а эта буранка сейчас уже скоро промерзнет. Она уже сегодня начнет промерзать. И все будет хоккей. Здесь протопчем. Здесь я в прошлый раз мучился, просто ходил еле-еле. Вон, снизу вода, сверху снег. И это вон мои следы, я проваливался просто по воде. Сейчас тоже воды много, но то, что сейчас мы делаем, просто необходимо. Это просто, друзья, необходимо. Это просто
Надо было сделать рано или поздно. Вот тут вот очень опасно. За этой палкой начинается полыня, которую просто засыпало снегом. Так что вот если я прямо тут проеду, 100% провалюсь. Но мы туда не поедем. Мы сейчас попробуем повернуть вот тут вот. Вот здесь вот полыня. Это капкан, а не полыня. Так, ну и что, давайте тогда сюда сделаем еще дорожку напрямую, по которой мы в прошлый раз не поехали. Ох ты, ох ты, ох ты. Валится потихоньку. Ураган не валится только за счет своей площади, то что широкая площадь Гусянки. На Каратыше бы мы здесь точно уже купались в наледи. Ну все, теперь возвращаемся и ставим, вон, видно как вода, везде вода. Но мы проехали по верху. Сейчас ставим ураган на место. Ладно, пока не будем даже напрямую дорогу делать. Лучше пошире протопчем, чтобы пошире замерзло все это. Сделаем нормальную тропу. Во, сколько наледи. Вот тут вот по низу везде вода. Сейчас, когда вот это все промерзнет, зато будет уже комфортнее ходить, намного быстрее будет осуществляться проверка. Все нормально, друзья. Не провалились. Это уже хорошо. Вот на такой территории большой у меня находятся в этом году палки. Очень большая территория. Вода, 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 вода. Вода, кругом вода. Ну нормально. Здесь тоже точно мы не провалимся. Так что, в принципе, можно даже не выезжать, оставить урагана здесь. Надеюсь, он никуда здесь не денется. Ух ты. Вроде по верху нормально. Вверх вода точно не пойдет, а снизу, если намокнет, это все в дальнейшем обколочу. Сейчас немножко подожду, пока приготовлю живцов тудым-сюдым. Двигатель немного остынет, накрою одеялом, чтобы не закидывало снегом. И начнем проверку. Посмотрел по старым роликам, да, моя большая тюрьма с пивной кегли, которая, или кеги там, как его, была, она была на 5-й палке, ее просто не стало. Посмотрел, она точно была на 5-й, на 6-й была 5-литровая бутылка, которую я сюда привязал, где очень много мальков подохло. Сейчас посмотрим, конечно. И живцов теперь у меня запаса осталось очень мало. Вот здесь на 1-й и там на последней немножко, и все. Ну ничего страшного, если не подохли, на сегодня хватит. А потом будем пополнять живцов. Ну все, начинаем, готовим 3 палки. Сегодня будем проверять по 3 палки. Готовы первые 3 палки. И начинаем. Первая тройка игроков в студию. Та-дам, та-дам. Так, здесь у нас тюрьма. Вот здесь, заметьте, тюрьма на тонкой веревке. И опять подохли мальки. Ёшкин кот. Та веревка была намного толще. Ох ты, еще и упала. Так, что-то какая-то натяжка есть. Какая-то натяжечка есть. Ох ты, налимчик. Налимчик, не то не сё. Живец, не живец. Ладно, с тобой потом разберемся. Пока поплавай. Быстренько, пока не села батарейка. Проверим все 3 палки. Никогда у меня еще не было такого, что порвалась веревка или развязалась. Я не знаю, что думать. Но факт остается фактом. Здесь пусто, все крючки пустые. Не проверял только вчера. 2 дня, получается, прошло. 2 неполных дня.
Ези. Скорее всего, это были ези. О, вода походу падает. По крайней мере, палки вошли в землю, не висят. Так, и на третьей палке у нас маленький налимчик. Никто его не ел. Крупного налима здесь не было. Ну что, первая тройка пустая. Оживляем, отпускаем. Я не понимаю, почему дохнут мальки. В прошлый раз очень много выкинул. Сейчас, скорее всего, мало отверстий. Опа. Ладно, все, сейчас высыпаю. Что останется, перекину в другую тюрьму. И надо будет искать, делать новую пятишку. Вторая тройка игроков в студию. Как мы видим, вода немножко упала, но она еще очень большая. Течение еще очень сильно. Вот как сильно колбасит палку. Но в основном, вот сейчас мы проехались, все палки стоят нормально. Значит, есть надежда на улов. Это вот шестая палка, где раньше была тюрьма 5-литровая. Я ее перекинул на первую палку. Так. Здесь никого. Пусто. Что-то улов не радует. Почему? Не пойму. Вот здесь вот была гирлянда из язей. Так, у нас тут тоже тюрьма. А теперь оно очень сильное и может унести наши палки. Натяжка вроде бы тоже есть. Да, что-то есть. Вот я вижу язя. Что-то еще есть. Второй. Что-то еще есть. Третий! Друзья, вы заметили вот эту гирлянду из 3 язей? Здесь была 30-литровая бутылка, которой почему-то не стало. Палка не уплыла. Развязаться она не могла. Порваться тоже веревка была хорошая. Не знаю, что думать. Но бутылки нет. Если кто-то, допустим, что кто-то взял, на наших это не похоже. Следов не увидишь. О, живой малек. Живой малек за 2 дня, это свидетельствует о том, что здесь рыбы нет. Ладно, как я говорил, уже до 9 числа мы еще порыбачим. А потом будем здесь поднимать и будем переставляться, то есть выставляться на другом месте. Скорее всего, это будет возле поселка, чтобы ездить было поближе. Не, пусто. Пусто, но здесь хоть мальков нету. Видно, что рыба была. Повалил снег. Ураган я накрыл. Все. Продолжаем свою работу. Все как обычно. Наживляем, отпускаем. А первым делом прячем вот эту камеру, чтобы не замерзла. Так, хотел сказать, готова еще тройка, но она еще не готова. Все, теперь готово. Вода начала падать. Это заметно по палкам. Но пока очень и очень медленно. Только-только начало. Пусто. Мальки живые. Я не понял, где рыба? Где хариус, блин? Здесь камни, перекаты. Я-то поставил здесь, в этом месте, в этом году палки в надежде на хариуса в первую очередь. А его нет. Не хочет он. Ух ты, вот эта колотушка. Вода упадет, надо будет оббить немножко, тяжело слишком. И здесь ни хариуса, ни налима. Вот мелкий налимчик зацеплен. И нифига нету за 2 дня. Неужели он не приплывал здесь? Получается, здесь рыба не идет. Промахнулись. Промахнулись. Ну и ладно. Не промахивается тот, кто не стреляет, как говорится. Зато теперь будем знать, что здесь зимой рыбы нет. Хотя летом здесь
Мы ловили хариуса. Ну ладно. У нас еще вон сколько палок. Может, еще и улыбнется удача. Так, продолжаем свою безнадежную работу. Протоптать тропинку мы, конечно, протоптали, но она пока не замерзла. Приходится бродить по этой наледи, опять же, проваливаясь местами по колено. И проверяем, все поднимаем. Сегодня все пусто, пусто и пусто. Никакой надежды уже нету. Я не знаю почему, но сегодня все пусто. Вот очередная пустая палка. Даже с живыми мальками. Вообще без понятия, что сегодня творится. Вот у нас пустое ведро до сих пор. Хотя мы уже приближаемся к второму ряду. Но будем надеяться, может, хоть там, может, что будет. Так, здесь у нас бермудский треугольник. И 6 палочек в ряд. Так что будем проверять по 3 палки. Раньше мы проверяли по 3, по одной ничего не было. Так что сейчас будем проверять по 3. И опять ничего не будет. Сегодня у нас, друзья, пустая проверка. Совсем пустая. Пустейшая. Пустее некуда. Тут даже вот я продольник кидал, и тот он пустой, блин. 6 крючков кидал продольник, и тот пустой. Все, друзья, хватит баловаться. Так, не там пошел. Он все проваливается. Какого хрена я езжу в такую даль? С местом я не угадал, это уже 100%. В общем, сматываем удочки. И сегодня это, конечно, еще оставлю. Но сегодня даже оставаться в деревне не буду. Поеду домой. И уже завтра буду искать место возле поселка. Недалеко. Будем искать рыбу там. 2 года поисков на новых местах ни к чему не привели. Вернемся по новой туда, где рыбачили. И там хоть потихоньку, но кормило всегда. Были и трофейные налимы. Всякое было. Так что вернемся туда, откуда ушли. О, а здесь что-то было. Намотал, ёшкин кот. Кто там намотал? О, налим намотал. Вот он, налим. Так, друзья, не вовремя села батарейка, но вроде бы успела заснять. Стоит только пригрозить, что все, хватит. Меняю место, все, хватит, ухожу. Тут на тебе, вот налимчик. Типа не уходи, порыбать еще. Ну не знаю, посмотрим. Вот такой вот клюнул налим. Намотал весь вокруг палки. И попался. Слабенько. Я видел, что крючок торчит еле-еле. Вот такой вот налим. Где-то кило 700, наверное, где-то примерно. 2 килограмма не потянет. Вот он попал за губу. На нижнюю, на маленький крючок. Не такой он уже маленький вообще-то. Кто-то мне сказал, что не надо глушить рыбу на камеру. Типа YouTube может забанить. Мне кажется, это фигня полная. А Костян он глушит дубиналом. Так ничего, нормально. Так это же наоборот, рыба мучается, получается так. Лучше сразу оглушить, да и все. Ладно, подыши пока здесь. Привезем тебя домой живым. Глушить не будем. Ну вот, начало есть. Уже хорошо. Уже не зря приезжал. Но насчет ночевки в летней кухне мы это еще посмотрим по результату оставшихся палок. Тут 6. И там где-то 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, короче, где-то около 17 палок у нас еще есть. Так что надежда есть. Так, отдолбил еще 3 палки, готово. Тем временем у нас поднялся ветер. Что не есть хорошо. Ну, а пойманный налим дал надежду. То, что еще не все потеряно. И может быть
Может быть, но здесь пока ничего не может быть. А вот на этих двух еще может быть налим. Ну или ясь хотя бы. Сегодня что-то даже ездей нету. Кончился я что ли на Печоре. Опа! Кончился язь на Печоре. Хотите анекдот? На Печоре кончился язь. Ха-ха-ха. Очень смешно. Бывает и такое. Так. Ну. Какая-то мусор. Я думал, натяжка натаскала мусора. Пусто. Готовы еще палочки. На этот раз не 3, а целых 4. Смотрим. Ух ты, колотушечка какая образовалась. Чересчур крупная. Ух ты, накрутила-то, накрутила. Что тут накрутила? Вот это да. Смотрите, друзья, что тут было. Было по-любому, вон. Было и нехило. Тут, если мне не изменяет память, был мелкий налимчик. На него, скорее всего, попал крупный. Накрутил как мог и ушел. Ну, что-то здесь было по-любому. Значит, был не мой. Вообще говорить не мог. Не мой, не мой. Так, ну а здесь что? Так. 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 Здесь у нас ничего. Совсем ничего. Так, ну а здесь так, здесь вроде бы натяжка есть. Ага, что-то есть. Опа, ни хрена себе дернула. Аж с руки выдернула. Язь. Вот он язь. А мы говорим, на Печоре язя нет. Резко он дернул, конечно. Так, язь это хорошо. И у нас еще одна палочка есть. Так, первый язь. Смотрим, наблюдаем. А наблюдать нечего. Ну вот, первый язёк. Это дал в самом начале рядок налима. И здесь ближе к концу одного язя. И в самом конце тоже что-то было. Было, но ушло. Все, остался вот верхний ряд. Там 2, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 палок в общем осталось. Небольшая надежда, но есть. Так, троечка, поехали. Надежды уже никакой опять. Налим как обнадежил. Так, надежда опять и пропала вся. Потому что пусто. Потому что пусто. Все. Бросаем эту рыбалку. На этом месте будем переезжать. Хватит. Терпению пришел конец. Так мы можем рыбачить где угодно. В любой луже. Рыбы здесь нет. Это, наверное, стадион. Не там мы палки поставили. Тут рыбы нет. Нет, нет, нет. Так, ну вот остались последние две палки, на которых, скорее всего, тоже ничего нет.
Почему тоже ничего нет? Потому что практически на всех палках ничего не было. Ну, эти тоже, наверное, скорее всего, не исключение. Налимчик, походу, мелкий. Ну да, змееныш. Повалил снег. Настроение 0. Несмотря на пойманного налима и пойманного одного язя. Не на то, конечно, мы рассчитывали. Хватит. Не хочет, как хочет. Упрашивать не будем. Будем ловить рыбу в другом месте. Так, здесь у нас была тюрьма. Тюрьма центральная. Дорога дальняя. Нету тоже. И здесь ничего нету. Так что как-то вот так. Друзья, неутешительно это все. Но ничего страшного. Все, что не делается, все к лучшему. Не получилось рыбалки у нас на этом месте. Получится на другом. Все ждали, пока лед встанет, пока шуга уйдет, пока вода прибудет, пока вода убудет. Река встала, вода прибывала, вода убывает. Шугу унесло, все нормально. Что-то рыбе не так. Рыба здесь не идет. Вот фарватер, может быть, она там идет по фарватеру. Не знаю. На мой взгляд, место здесь было хорошее, каменистое. Летом здесь рыба была, но не везде, видать, зимой рыба там находится, где она летом есть. Или просто, не знаю, может быть, совпало то, что с погодой, перемена погоды постоянная. Может быть, что-то с ветром. Очень много живых живцов. В общем, хорош болтать. Наживляем, отпускаем, поднимать пока не будем, но будем готовить место рядом с домом, рядом с квартирой, там в поселке, там, где раньше я рыбачил. Хватит экспериментов, хватит этих поездок, хватит сжечь бензин, тратить время впустую. Нет рыбы, не хочет попадаться, не хочет, как хочет. Все. Оставаться на ночлег сегодня на кухне мы не будем летней. Были планы с ночевочкой, тудым-сюдым. Нечего терять времени. Собираемся, откапываем прицеп, тележку, цепляем и на всех парах дуем обратно домой. Как-то вот так. Сегодня у нас однодневная рыбалка. Завтра, скорее всего, выйдем на разведку уже в окрестности нашего поселка. Будем искать новое место. Как-то вот так. Ну так вот, как мы видим, сегодня мы управились по светлому еще. Сейчас глотну Чайковского и на всех парах поедем домой. Вот. Наш сегодняшний улов. Это вот такой вот один язь и один налим. Ну, с одной стороны, да, не зря приезжал. Не зря, совсем не зря. Налим — это хорошая жареха. Даже, наверное, 2 жарехи получится сегодня вечером. Это очень даже хорошо. Ясь тоже будет ждать своих друзей, товарищей, потому что с одного тоже, наверное, пока заморозим на балконе. Что я вам, друзья, хочу сказать? Я вам, друзья, хочу сказать, что даже моему терпению пришел конец. Не знаю, может быть, это случайность, может быть, вообще не клевый день сегодня был или вчера. Но мы переезжаем. Эти палки пока оставляем, пусть порыбачат, пусть половят еще. Найдем новое место, поставим новые палки и потом эти снимем, поставим возле поселка. Так что не переключаемся, смотрим. Я надеюсь, следующая рыбалка будет намного интереснее. Так что я не теряюсь, я просто переезжаю. До встречи на канале Коми Рыбак. Мы еще порыбачим.